И вот настал тот день, когда мы покидаем этот чудесный, гостеприимный городок Ахмета и отправляемся в самый центр Грузии, в столицу Тбилиси. Говорят, что сегодня погода хорошая, поэтому перевал должен быть открытым, и мы надеемся, что мы без проблем попадем в столицу Грузии, Тбилиси. Когда мы ехали, мы увидели Алазанскую долину, знаменитую, легендарную, и слушайте, что говорит водитель. Он говорит, самое лучшее вино в мире. Самое лучшее вино в мире. Он даже не говорит самое лучшее вино в Алазанской долине. Он даже не говорит самое лучшее вино в Грузии или в странах СНГ. Он сразу уверенно говорит самое лучшее вино в мире. Потому что до такой степени грузины ценят и любят свою родину, гордятся им и уверены, что они говорят, самое лучшее, самое вкусное вино в мире делается только в Грузии. И мы в это верим, потому что мы сами пробовали. Грузия – страна с богатой историей и уникальной культурой. Ее народы всегда гордились своей родиной. Грузины и другие народы, которые здесь живут, населяющие этот регион, отличаются глубоким чувством патриотизма и гордости за свою землю. Для них Грузия – это не просто родина, а символ свободы и стойкости. Природа, традиции, музыка и древние крепости – все это связано с гордостью за свою историю. Эти народы сохранили свою идентичность через века и продолжают бороться за свою культуру и независимость, что делает их народ одним из самых гордых и стойких в мире. Вот такой вот в старом городе комбинированный дом. Огромное такое здание. Они как будто вот так слитно стоят. Все. Хозяева, по-моему, они наверху живут. И вот входная дверь. Вот в этом доме мы будем жить месяц. Тут сразу стол, кухня, стиралка есть, Wi-Fi есть, холодильник, котел. Вот тут вот такой вот душевая туалетная комната. Ага. Они украсили с наступающим Новым годом, все красиво сделали. Вот елка даже есть у нас. И там на тумбочках тоже украшения новогодние. Вот здесь вот будем жить. Вот такая вот квартирка. Ну вот, мы пришли посмотреть вечернюю Грузию. Знаменитый мост мира. Вот в YouTube все обзорщики вот это все показывают. Там наверху, вот видите, там памятник, оказывается, вот. Знаменитая тоже. Вот она стоит. И вот там сзади вот эти тоже знаменитые дома. Ну, здание как такое, как трубы, короче. Вот так вот. Такое вот красивое место. Вот знаменитый мост Тбилиси. Ну, красивый, да, красивый мост. А тут, оказывается, вот эти, я думал, это гирлянда, это в стекло просто вот внедрены диодные мелкие лампочки, и они вот так вот горят. Как вот это здание, вот там тоже стекло, и на стекле тоже такие вот мелкие диодики, и они вот общую картину такую составляют. Вот такой вот мост. Вот. Красивый. Да. Классно, классно. И там еще всякие вот эти фуникулеры ходят туда на гору. Мы завтра, скорее всего, туда поднимемся. Но у нас еще много времени. Так что все успеем тут посмотреть, увидеть.
M&M's большой. А это что? Что за красивое тоже здание? Пирс, кажется. Вот так вот люди стоят, ходят, гуляют, чилят. Вот такой вот мост. А вот это вот вид днем. Вот днем. Вот так аккуратно стрижен. Вот эти кустики. И вот это вот здание, которое тоже знаменитое. Но почему-то кажется, что вот эти стекла, они уже сильно очень мутные. И само здание тоже сделано из стекла. Она выглядит как будто из металла, но вот видите, вот так переходит на стекло. Вот такое вот здание. Но нету почему-то вот рядом никакой движухи, тут указателей, что какое-то мероприятие происходит в этом доме. И нету тут ни людей, которые заходили бы, выходили бы. Не знаю, почему так. Вот так вот, как будто она пустует. Сейчас я покажу, даже поднимусь быстренько через окно. Она реально пустует, вот видите. Баччолахан красивое здание. Да, вот это здание, видимо, это с аукциона должна уйти из молотка, как говорится, но, по-моему, столько миллиардов никто не готов вложить, потому что она там вообще пустая, неухоженная. И чем больше вот так вот стоит, чем дольше, то она тем больше стареет и теряет свой этот шарм. Ну, скорее всего, такое могут позволить, наверное, только Apple или какие-нибудь вот эти, чтобы открыть там магазин какой-нибудь модный. А так, не знаю даже. Вот. Вот там наверху поднимаются фуникулеры вагончика, типа вагончика. Вот там наверху есть парк развлечений. Вот M&M's, который мы вчера видели. Вот такие большие арочные, видите, мосты как будто. Потому что местность горная, там наверху дорога главная, машины ездят. А это вот видите, высота какая, почти 40-30 метров, наверное, есть. Оттуда можно легко просто упасть. Вот этот вот такой вот парк. Сейчас мы опять же через этот мост пойдем. Перейдем на сторону центра, где есть вот эти кафешки, рестораны всякие. Рояль такой большой стоит. Да можно типа поиграть. Колизей маленький. Да нет, там как камни какие-то, наверное. Ну давай попробуй что-то. Все равно надо показывать, потому что когда мы еще здесь. Ну тут такие из пластика декоративные. Там внутри кто-то живет, наверное. А когда нажимаешь, то и сидит человек, который издает ноты. Орет. Ну да, когда мы жили в Ахмете, когда я выходил на улицу, все такие удивлялись, смотрели, типа спрашивали, интересовались. А здесь очень много иностранцев, вот вообще всяких. Очень много иностранцев. Вот дом юстиции, который рядом с нашим домом. Вот мы оттуда вот пришли. Это тоже какой-то архитектор по вызову, который наемный это все сделал. А вот вы видите, собственно, фуникулеры сами. Вот так вот туда-сюда ездят. И там наверху какая-то вот эти тоже крепость, достопримечательности всякие. И главное, вот мать Грузия там стоит, который я вам вчера показывал. И мы через этот мост сейчас пройдем. Мне понравилось то, что никуда не надо ехать на такси, на автобусе,
чтобы попасть вот сюда, а просто сделать вот прогулку. Вот 10-15 минут ходьбы, и вы уже, получается, здесь. А там с фотографии. Вы были на корабле-то? Здравствуйте. Нет, Нет. что нет. Нет, спасибо. Если не желаете, сразу можно идти. Пока нет, пока мы только пришли. Этот осваиваем. Ага, хорошо. Там этот показывает. Бедные животные. Мне жалко, как они, блядь. Они же ни хрена не понимают, что происходит. Какие-то туристы бухие фотографируются, из-за этого их содержат в таких условиях и заставляют работать. Хотя они никакие документы не подписывали, потому что не умеют читать. А вот какие-то кораблики там туристические типа. Ну вот сейчас днем, да. Днем людей побольше, да, чем вчера вечером. И вот корабли даже вот плавают. Вот такой вот мост. Вот эти вот кораблики, это экскурсионные. Блин, ветер, меня слышно, не слышно. Вот это здание. Знаете, да? Вот, а что я заметил, именно есть вообще основное здание, вот это каменное здание, и они еще умудряются вот расширить и сделать свой простор еще красивее и строят вот такие вот балконы, а это деревянные балконы. Ага, ну здание такое прям вот не новое, но она находится вот прям вот в центре, получается, вот так. И я сейчас вам еще покажу. Ну вот эта вот тема мне не понравилась, потому что там стоят вот эти скутера, самокаты. А куда поехать вот с такой дорогой, я не знаю. Ну и там еще в основном машины ездят, и ездить как-то на таких самокатах немножко неудобно будет. Вот такой по такой вот брусчатке это все зубы выпадают. Ну, это лично мое мнение. Потому что в таких самокатах мы катались, когда в Грузии, в Турции. Там у них амортизации вообще как таковой нету. Ну, в общем, мы с другой стороны моста. Ага, и тут вот эти лестницы, которые вот, не знаю, ну, как... мы вам тоже показывали когда-то, ну, я не хочу сравнивать, это вообще другие страны и все такое, другие архитектура, другое здание. Но у них в Турции я заметил, но здесь, может быть, где-то и есть, но я пока не видел. Когда вот переход надземный, вот эти лестницы... в Турции они были вот эти автоматические, как эскалаторы, короче, как будто такие, как стоят у нас в торговых центрах. Вот, а здесь такого пока я еще не видел. Ну, деревья, да, красивые, они сейчас осень, они, летом все тут зеленое, все расцветает, процветает, тут туристов дохренище много летом. Ну и также летом, получается, из-за этого всяких вот этих зазывал, которые люди предлагают, всякие вот эти экскурсии, их даже вот сейчас, вот через мост мы прошли, там нам уже 3-4 человека что-то предлагали, а мы такое вообще не любим, мы просто, знаем, куда идем. И все, а вот смотрите, какой дом. Как будто дом-монстр какой-то, вот смотрите. Прям, это старинный дом, это видно, то, что, веками так стояло. Но это своего рода тоже, тоже историческая какая-то ценность должна иметь. Вот видите, какие вот сваи под домом, видите, как они просто искривлены. И вот на таких больших ножках вот балкон деревянный человек построил. Он, правда, немножко отошел еще от стены, так страшно. Прям страшно тут там находиться, но это, тоже круто. А вот эти вот черные ветки, которые вы смотрите, вот как будто некрасиво, летом они, скорее всего, вот такие вот зеленью вот так покрывают вот это здание, и она просто, обретает свой какой-то вот такой шарм. Таких вот зданий
Я нигде пока не видел еще. А вот, собственно, фуникулеры вот так вот поднимаются. Там памятник еще тоже есть, стоит, храм стоит. Вот они поднимаются на гору. Ну, скорее всего, они идут вообще откуда-то. А, вот оно, это здание, вот недалеко оказывается тоже. Оттуда вот поднимается и на гору. Вот. Вот эта статуя с близкого расстояния. Большой храм. Река, и вдоль речки тут мужики рыбачат. Просто посреди города они ловят рыбу. Интересно, для чего они ловят? Типа, чтобы съесть, чтобы накормить своих вот этих, не знаю, курочек, кошек, либо чтобы продавать. Вот так вот. Тут тоже опасные какие-то ступеньки, можно просто наебнуться, упасть. О, там сувенирные какие-то лавки уже пошли. Вот фуникулеры поднимаются на горку. Они поднимаются, где вот шарик вот стоит, M&M's. Вот оттуда прям поднимаются. Может, и мы поднимемся. Посмотрим. Вот здесь вот продаются. Оказывается, зимой тоже работают, но это, скорее всего, из-за того, что скоро Новый год. Вчера было Рождество, и вот висит вот на дверях Санта. Это алкогольный магазин. И здесь вот просто неожиданно какой-то двор, где просто живут, по-моему, люди. И тут довольно такая мрачная атмосфера, но стоят такие машинки, потому что с парковкой тут место такие, вот такой вот, видите, такой вот двор. Вот там вот, видите, вот эти вот веревки, они сделаны как будто вот ролики, там ролики, и человек просто вот тянет веревку и собирает вот эти вот вещи, которые высушенные. И оттуда просто вот так тянешь тоже веревку, и веревка идет, и ты просто вот вешаешь свои вот эти одежды. И у каждой семьи вот своя веревка, по-моему. Ну и сосед тоже, типа, эй, Тамара, у тебя сегодня стирка есть? Нет, а, тогда я повешу. Типа друг с другом вот так общаются и вот так вешают. Интересно, да? Вот так вот. И мы опять же обратно выходим на улицу. Будем искать что-нибудь поесть. Я хочу супа вообще. Супчик. О, смотрите, какая красивая машина. Сити тур написано. Нет, спасибо. Да, были. Мы были, мы уже здесь месяц уже. Ага. Вот на этом экскурсии. Везде? Спасибо. А вот конец, получается, вот канатной дороги, и ты наверху, да? Угу, понятно. В общем, вот так надо отникиваться, потому что вообще невозможно, просто невероятно не нравится, когда вот так вот что-то пытаются. Если я что-то хочу, то я же просто иду и беру же, нет? Типа хочешь на катере прокатиться, идешь и просто катаешься, и все. А не надо вот так вот человеку просто. Нет, спасибо. Ну это их работа, конечно. Вот надпись I love Tbilisi. И вот так вот. Вот площадь, где мы ходили только что, и мы зашли в ресторан, который мы видели, ну, про Грузию просто смотрели видосы, пару видосов. И вот этот ресторан, ну, более-менее так четко нам рассказывали. Это мы находимся на втором этаже, тут на первом тоже есть этаж, и здесь вот такие вот интересные блюда. Ну, это завтраки, это еще понятно. Вот такие вот сеты. То есть тебе дается лепешка, и ты отсюда просто вот так берешь и кушаешь эту еду. А наша главная задача — это с грибами. Какое-то блюдо было. Вот это сейчас будем пробовать. Был харчо, оказывается. Я вот заказал харчо,
Я думал, что маленькая порция будет, но оказывается очень много налили. А вот здесь вот грибы с сыром, сыр сулугуни. Там внутри, по-моему, костный мозг или... там еще костный мозг. Вот. Эта порция прям очень большая. Я как раз хотел выпить супа, вот сейчас вот попробую. А это грибное хачапури. Мы фанаты грибные. И мухоморы кушаем, инди. Губачель бахать парить, минга. Столько мяса. Вот столько мяса. Вот типа что-то аптеки, и угадайте, какое самое лекарство, которое самое нужное для людей. Это вот Терафлю, Фервекс. Еще вот самое главное, вот Энтересгиль. Да. Вот стоит брандбас, пьяный автобус. Все бухие, вот смотрите на лица. Кока-кола, туар-ватер, с боржоми. Это же не алкоголь же. Да. А вот как раз мост наш. Вышли прямо к мосту. Капец много кушали. У меня живот сейчас заболит, походу. Надо срочно домой. Вот это вот пешеходный переход. И тут нарисованы как будто какой-то король, что ли. История какая-то. Люди там жили. Дудочки дули. А так, что доктор? Тут вообще вон туда за рекой идет. Тут тоже нарисовали именно историю, начиная с 1801 года. Можно просто стоять и читать. Здесь даже есть фортепиано. И меня удивило то, что здесь не нарисованы всякие бессмысленные граффити, а написали какую-то историю в Грузии. Просто выглядит прям очень красиво для подземного перехода. Мать Грузии в глаз. Вот пока я иду, я обращаю внимание на строения, которые вот похожие на наши, да, летние вот эти вот террасы, шифер обычный и деревянные вот эти как будто наши строения. Вот. Я вижу, что во дворе как будто кажется какой-то беспорядок, но на такой местности строятся дома только таким образом, чтобы дома друг друга вот так вот подпирали. Иначе никак. Получается, Барта-Бугорка. Дома, получается, сами по себе друг друга как будто вот так подпирают. За одним домом другой дом. И после этого дома сразу другой дом идет. Я говорю, Урко Анна Римана. Двери красивые. И вот так вот, и вот так вот строится. Из-за этого кажется, что это все на друг друге живут. Вот сосед соседствует с соседом. А тот еще соседствует каким-то соседом, где Бартаман. А то противопожарная. Это же как-то опасно, нет? Или как? Хай буттар. Добрый май была. Хай лампт. И вот так вот. Буттура. Который дервалер. Какие-то птицы. Грузинские. И это. Из-за этого кажется, что все захламлено. Все вот это, все одно пространство, одно большое здание. А на самом деле, вот в таком местности, конечно, только так и строить поладить. Потому что
у тебя не получается, у тебя нету гектара земли, там какой-то усадьбы, где у тебя посередине стоит просто один дом, а есть такие вот эти вот соседи, короче. И выходишь из дома, и камаджоба, со всеми здороваешься. И поэтому у них в культуре вот это соседство очень развито, потому что всегда они говорят, а что скажут соседи, типа такого. А мы-то соседей вообще никак не спрашиваем, мы просто соседи, все. Что они скажут, наоборот, так. Все тут по-другому. Вот. Вот если интересно, допустим, вот обычная улица и вот дворик, где и живут вот эти, ну именно, не вот эти, а вот соседи, которых из каких домов я вам показывал. Вот сюда заходишь, тут получается вот, по-моему, 6 квартир, ну надеюсь, нет собаки. И вот так, вот такой вот двор. Вот, она еще и выходит в какой-то двор. Вот так вот. Жизнь, быт. А этот цоколь, ну этот этаж, который подвальный, ну обычно в таких, по-моему, ну у старых домов подвальных все очень старое, поэтому там никто по-моему, не живет. Я просто видел много таких этих этажей. У них еще бывают такие кресты, вот такие вот, как будто стрелковидные. Это тоже кресты, это не означает то, что она вот так со временем погнулась. Именно есть такие кресты, как будто вот так стрелковидные. Вот. Вот о чем я говорю. Тут вот домик, у которого вот свежий ремонт, он выглядит вообще классно, да? И вот домик, у которого нету ремонта. И здесь дом, ну, везде разные состояния, везде у каждого здания вообще разное. Вот, допустим, вот это здание. И это вот двор, где вот живут люди местные. И вот тут вот так вот заходишь, и деревянные, вот, и лестница. Вот это, она прям вот видно, то что она прям вот старая, прям древняя. Даже опасно, вот она как-то криво стоит, вот ступенька одна, и опасно как-то подниматься. И вот эти вот дома, они помнят очень много вещей. Это исторические, короче, вот эти вот строения, они стоят среди современных. И они как-то вот так чередуются, и из-за этого, наоборот, как-то интересно все становится. И очень колоритно. Допустим, ты ходишь и видишь вот современное здание, можешь заходить в какую-нибудь свежую кафешку, либо в пиццерию, какой-то ресторан, а можешь просто вот повернуть за угол и там увидеть здания, которые помнят вообще чуть ли не времена царские, типа такого. И это очень круто. И это как-то интересно очень. Где-то какие-то памятники, какие-то вот эти вот маленькие такие монументы стоят. И смотришь на это, и все очень интересно. Вот это уличная картина. Мы сейчас находимся в каком-то супермаркете. И вот смотрите, что есть вообще. Целое ведро. Огромное мороженое. Блин. Был бы у нас холодильник, морозильник побольше, мы бы купили вот такой ассорти. Извиняюсь.
Здесь нам очень понравилось, что в Грузии не как в азиатских странах, допустим, в Таиланде, да, здесь намного ближе гастрономическая часть и еда, к которому мы привыкли. Картошки там всякие, рис, плов, вот, овощное рагу, всякие вот эти мясные блюда, их просто навалом. Все можно найти, вот поэтому нам вот именно гастрономическая часть очень понравилась. Тут вареный чеснок, и огромное количество сыра, просто невероятный ассортимент сыра. Сыр обычно пьют, кушают, едят с вином. Вот, поэтому тут положили вот бутылочки вина. Колбасные изделия, это все. В общем, есть все, что нам надо. Вот, поэтому нам понравилось. Мы вот закупились. Это я сейчас вот вышел искать компьютерный клуб, потому что мне нужен компьютер для работы. Надо кое-что сделать. И вот по берегу я иду. И тут вот сверху, оказывается, мы немножко с левой стороны смотрели, когда наверх. И вот это вот колесо обозрения, ее не было видно. Ага, сейчас я чуть-чуть обошел справа, но вот и ее я сейчас могу увидеть. Она такая довольно, огромная. И даже по количеству вот этих кабинок, если рассуждать, то в Якутске у нас, да, намного меньше. И тут вот этот небоскреб поблизости, тут он еще ночью светится так красиво. Вот там люди какие-то что-то моют окна. Это просто заебешься вот выйти в такую площадь. Это сегодня один сектор, и завтра другой сектор, наверное, так целый год моют, а потом она также загрязняется быстро, скорее всего. И вот этот отель, вы можете посмотреть в гугле тоже, за сколько миллиардов тут построили. Какой-то огромный пластик плавает в реке, наверное, откололся от какой-то трубы. Вот чайки чилят, тоже плывут по течению. Но течение довольно такое сильное и быстрое, вот видите. Вот. Как вот эти вот листья все плавают. Ну да, река. Река грязная, да. Тут ничего не скажешь. Но зато она есть. Вот. Далеко не Амгар, конечно. Вот, называется, я поехал искать компьютерный клуб. Но для работы мне компьютер нужен. Кое-что надо доделать. Вот видите, какая река. Быстрое течение такое, мутная вода. Грязненькая, там что-то плавает. Я это с другого ракурса сейчас снимаю, вот, потому что с той стороны, вот оттуда, где мы живем, все это видно. Вот эту вот вышку видно, только вот колесо обозрения не видно. Я сейчас, получается, сбоку, справа. Я еще смотрел на видосах, то, что наверху там есть парк, и колесо обозрения есть большое, такое огромное. Из нашей позиции вот не было видно, поэтому я типа возмущался, почему не видно. Он же такой огромный. Вот даже по количеству кабинок можете вот посчитать примерно, насколько это огромное колесо по сравнению с нашим якутским. Я думаю, что наше якутское колесо вообще там даже, ну, четверть, короче. Ага. Вот это вот за сколько-то миллиардов тоже построили какую-то гостиницу, по-моему, было, отель. Ну, тоже апартамент. Надеюсь, он не пустует. Но он такой, ну, солидный, да, видно, то, что дорогой. И вот небоскреб с другой стороны. Там ребята вот моют окна. Я думаю, они будут мыть, наверное. Ну, сейчас поднялись, они там здесь висели вот недавно. Ага. И пока домоют все полностью, это будет уже следующий год, и будет опять все грязно. То есть мойщикам окон вакансии вообще никогда не потеряется в это здание. И там наверху специальная вот вышка, как видите, они всегда работают постоянно. Я заебываюсь, когда я свое окно дома мою. А тут вот такая площадь, не знаю, это уже сколько надо работать, чтобы это все почистить.
Ну вот так вот. И хочу заметить, я шел по берегу, вот с той стороны, шел по берегу, и мне надо было подняться на этот мост, чтобы перейти его. А чтобы подняться, мост вон туда идет. Мне надо было перейти вот эту дорогу. И как вы видите, тут пешеходок вообще нету. Видите, вот где зебра? Нету. Это сплошное адское выживание, переходить дорогу. Это просто надо вот смотреть всегда, вот так выживать. Пока светофор, вот идешь, вот бежишь вот налево, вот туда на середине встанешь. И потом пропустишь вот эти машины, осторожно, осторожно, надо бежать вот так просто. А если человек, не знаю, там бабушка какая-нибудь, либо ну, на коляске человек, если попадет в такую ситуацию, то я думаю, не знаю, просто невозможно тут двигаться. Как тут пешеходы выживают, я не знаю. Они просто как NPC вот компьютерных игр просто откуда-то появляются, где-то ходят, и на них смотришь, и типа, ну вроде вот мужик идет, и типа, ну можно пойти по этой дороге. А потом все резко пропадают, и ты обнаруживаешь, что ты находишься где-то вообще в каком-то, не знаю. Мне сейчас надо перейти еще вот эту дорогу вот туда. Я не знаю, как туда переходить. Тут круговая дорога. Может, не знаю, может там вот туда вниз спуститься или как. В общем, хер поймешь. Ага. Движуха тут в Тбилиси, да, вечные вот эти пробки. Говорят, еще вот камеры вот появились, и все нормально, более-менее стало. А до этого вообще ездили как, не знаю, ну, чисто по интуиции, походу, ездят. Вот видите, круговая дорога, и тут кто-то кого-то пропускает, а потом кто-то никого не... Вот видите, они стояли, центр круга стояла и пропускала вот этих машин, получается. А сейчас, наоборот, сейчас вот они стали, вот они как это, блядь, где правила, где что, кто конкретно должен уступить, это, не знаю, это интуитивно просто, это надо быть очень профессионалом, чтобы, ну, надо быть местным грузином, чтобы просто ездить по таким дорогам, скорее всего так. Вот я вижу там пешеходную дорогу, вот красную, я могу переходить. А отсюда, вот она, вот. Все, здесь еще более-менее так нормально. Вот, разобрались. Вот так вот каждый раз, когда подходишь к какому-нибудь перекрестку, либо вот так спускаешься нечаянно вниз или как-нибудь куда-нибудь попадешь на какой-то островок и думаешь, блядь, ну как туда переходить? Просто нереально. Ну это и интересно, но пока, не знаю, ну мне сейчас интересно. Это же опасно, во-первых. Во-вторых, я только не насмотрел. А другие люди, как они передвигаются, вот, допустим, вот старики, вот как я говорил, я не знаю. Вот так вот, такая вот история. Смотрите, какой аппарат. А почему тут решетки нету от радиатора? Потому что ему нечего остужать, по-моему. Я так подумал сразу, когда увидел. А это, оказывается, электрокар. Вот она заряжается, видите? Бэха электрокар. Ваша машина? Вот, смотрите, вот какой аппарат. Стоит, заряжается. Резины, колеса, диски. И смотрите, какая ручка двери. И вот салон, вот, смотрите. Красивый. Вообще классно. Там, смотрите, ручки вот там, вот этой двери. Казахстан? Красиво. Якутия. Да. Это Бэха электрокар. Это просто невероятно. Смотрите, какой аппарат. Здесь нету выхлопных труб, потому что, блядь, потому. Так, ну я куда-то, как всегда, взбрел. Какой-то этот переулок, по-моему. И мне надо выйти как-то на параллельную улицу. Вот. О, стоит Бентли. Бентли. Видите, какой салон тоже красивый, да? Все из дерева, как будто
Люксовый салон, видите, как красиво все. Красивая тачка, это Феррари? Нет, это Бентли, да? У вас такая красивая машина. Спасибо. Это Феррари? Не, это Бентли. Никогда не слышала. Типа такого. Да, блядь, с тачками тут у них все нормально. Смотрите, вот. Не знаю, как вот по всяким вот этим вот местам, короче, иду. Вижу цель. Не вижу препятствий, типа такого. Вот так вот иду. И по-своему это тоже очень крайне интересно, потому что ты идешь по тем местам, по тем улицам, где раньше вообще никогда не был. И это как будто во сне вот попадаешь в какую-нибудь незнакомую среду. Вот типа такого. Очень интересно. Не зная, что тебя ждет впереди за переулком. Не зная, что тебя ждет вот за поворотом. Может там вообще какой-то тупик. Или надо будет куда-то карабкаться, что ли. Но это по-своему, да, по-своему интересно. Это как будто приключение просто. На ровном месте. Вот. Я вон оттуда снизу поднялся. По горке вот этой крутой. И меня ждет еще один сюрприз. Вот столько вот лестниц. Это просто кардиостимуляция какая-то. Тут невозможно просто ходить, не знаю, пьяным, либо с похмелья. Ты просто сдохнешь и все. Вот оттуда наконец-то я вышел на эту дорогу. И здесь где-то вот то ли там в переулке, то ли здесь должна быть это ебучий компьютерный клуб, короче, должен быть. Вот, о, Тесла стоит, смотрите. Вот видите, какая классная машинка. Тесла. Все минимализм. Ну, салон тоже такой минималистический. Красиво, красиво. Красивые машины. Я люблю красивые машины. Смотреть, глазеть. Так же, как и вы любите, блять, смотреть на всяких вот этих, не знаю, но вы поняли. Вот так же мне нравится смотреть на машины красивые. Просто обожаю. Так, вот пешеходка, это уже хорошо. Я, блядь, живой, это вообще хорошо, отлично. Вот еще Тесла выезжает. Но Tesla Plate, я хотел бы посмотреть Tesla Plate. Потому что последняя версия, это Tesla Plate. Она вообще охрененная должна быть. Так, здесь никакой кнопки, по-моему, нету вызова. Просто стоим и ждем. Это тоже очень интересная улица. Но побывать бы здесь ночью. Потому что вот я вижу вот наверху повесили гирлянды. Всякие вот эти вот ангелочки, они, по-моему, ну не по-моему, они вообще ночью по-любому светятся. И вот эта улица, скорее всего, ночью очень красивая. Тут еще вот интересное такое здание тоже. Ну, старое здание, но видите, какое архитектурное решение. А вот окна, это чтобы лучи солнца прямо не проникали, скорее всего, вот напрямую в окно, а отражались вот на эти вот экранчики, экранизировали, и вот так, короче, ну, умеренное такое светлое было. Потому что летом, скорее всего, очень жарко, и из-за этого вот это вот сделали, придумали. Тоже красивое здание. Вот так вот. Там какие-то булки, шаурма. По-моему, что-то кушать, что ли, продают. Ну, хорошо, что я не пошел по той дороге, а то сейчас опять схавал бы. Потом умирал бы от этого. Ладно, идем дальше. И вот я
Наконец-то добрался до этого компьютерного клуба. Она открыта, надеюсь? Да, она открыта, это уже хорошо. Аллилуйя. Вот такой вот компьютерный клуб. Кое-как дошел. Вот висят вот игровые GeForce RTX. Какой там RTX, не видно. И тут плойки стоят, вот видите, раз, два, три, четыре, там еще, по-моему, стоит. Тут, там есть еще отдельные комнаты, по-моему. Такое вот приятное помещение. Все по фэншую. Republic of Gamers. Сейчас включу фонарик. Так вот. Все это выглядит. Классно. Вот я оттуда пришел, но решил. Чувствуешь вот этот спуск? Хочу спуститься обратно в сторону реки, но что-то у меня не получилось. Попал в какой-то вот этот тупик. Но отсюда зато вот вид хороший. Смотрите, вот как красиво сверху. Я вон с тобой берега. Вон оттуда, откуда-то почапал, пешком пришел. И мне надо сейчас обратно. Видите, вот этот M&M'сик взлетел. Вот он летает. Вот где я должен был быть. Прикинь, какое расстояние. Вот шарик, мимо шарика я же ходил, вот примерно в том районе я живу. Видите, какое расстояние? Ё-моё! Вот этот небоскреб я с той стороны, вот с такого расстояния видел. А сейчас с другой стороны. Блин. Ну придется что делать? Попутешествовать. Интересно, да? Интересное такое тоже здание. Вот видите, монумент какой-то стоит, и тут вот крест, который как будто вот так скошенный. Ладно, что делать-то? Барар балах. Вперед, одихки. Күндеки кыңамбара хаматыр булда. Да, onun tengin rasım trejine. Şunlar bağlar, o kıllar, tırmanıklar. Kıllar bolu da üttar koskalar bağlar. Onlar da canlar beyler çiğliğini alırlar. Ona körülgen trejine bayi. Атын келген жамбы все-таки ханданымын жода хибар. Туот та улахан мастарай бу. Капец улахан мастарай. Жестко бәдем. Ча, вперед. Вот я и оказался между этими зданиями. Я хочу спуститься домой. Вот это, оказывается, Iberia Hotel. Тут, ну, просто самый крутой отель в Тбилиси, скорее всего. И там еще есть казино, и есть клуб, по-моему, внутри. Ага, а вот это вот здание. Я не знаю, что это за здание, но оно тоже вот рядом, получается. Короче, вот такой вот двор. Здесь, по-моему, еще кто-то живет даже. Вот Человек-паук сидит, чилит, отдыхает. Он, оказывается, тоже в Грузии, в Тбилиси. Ну, смотрите, вот какой контраст. Просто вот поворачиваешь направо, и вот. Охрененное здание. Вот еще вот. А налево поворачиваешь, и вот. Типа контраст. Это город очень контрастный. Вообще охренеть можно. Тут есть просто все и вперемешку, как будто салат какой-то. И поэтому скучно точно не бывает. По дороге я попал в какую-то картинную галерею.
Вот есть картины просто стоящие внимания. Местные просто сидят там, пьют, стол накрыли. Я хотел заснять, они говорят, типа, вот, не снимай. Они там просто с утра приходят, пьют чачу, сидят, чилят, продают свои картины. Ну вот смотрите, какие попадаются, да, картины, всякие вот эти вот ангелочки. Вот это тоже вот красивый, вот ангелочек, вот он. Это вообще лучше всех продается, тоже сфотографировать. А эти картины продаются, да? И почем они продают? Разные цены. Здесь за $100. Вот это Кватахеви, район в Кахете есть такой, деревня такая, есть Кватахеви называется. Ага. С натуры вот нарисован. Вот речка протекает. Ага. И эта церковь очень хорошо продается. 100, да, примерно? 100 лари, 150 лари есть, 80 лари. Ага, хорошо. Разные цены. Если подороже, есть. Понял. Вот это ангелочек, чувак, Смотрите, какие смешные котята. Там рисунки просто картин. Стоят 100 лари, от 100 лари и так далее. конечно. Ну, на память покупать просто есть, встречаются очень хорошие картины. Девушка с конем. Вот грузины. Кто-то уже спит, застолье. Вот. Вот смотрите, какая тонкая работа. Есть очень просто тысячи и тысячи картин. Из них попадаются такие вот красивые картины, как, допустим, вот балерина. Вот местная девушка. Там просто тысячи картин. Есть определенные какие-то стили. У каждого художника есть какие-то определенные стили. И даже просто вот так вот ходить и смотреть вот на эти картины, это просто невероятно круто. Потому что картина каждая уникальная. Вот девочка с барашкой. Мальчик-моряк. Человек с собачкой. Кошка с лицом Сергея. Алкаш. Вот тут, допустим, тонкая работа. Вот ребенок беспризорник. Вот опять застолье. Сытая корова. Вот, по-моему, я попал в какую-то барахолку, либо импровизированный какой-то базар под открытым небом. Вот там продаются уже роги. Всякие сувениры, магнитики. Вот там. роги, именно. Я помню, что у кого-то такой рог был. И обычно вот грузины пьют вино из этого вот такого рога. На память, на самом деле, вот покупать вот такие вещи было бы круто. Тут даже вот настоящие мечи, ножи, кинжалы, шапки. Вон там тоже картинная галерея. Я еще не все картины просто посмотрел. Я просто посмотрел где-то 20% от картин. Вот там головные уборы. Шапки, папахи. Вот мужик сидит и просто рисует на месте. А вот из металлических частей всякие вот композиции есть. Кошка из будильника. Коты.
Вот цапля из ножниц. Ноги сделаны из вилок. Посмотрим, что он пишет. Какую картину. Опять, ну, коня рисует белого какого-то. Ну, это вы поняли. Вот, дети беспризорники. Месси там есть. Но я буду проходить, но буду обращать вот так вот, замедлять на картины, на которые я именно вот память, ну, глаза бросаются, вот. Вот уникальный стиль тоже рисования у человека. Так, вот там картиналар. Ну, тут картины. Какой-нибудь хороший, красивый. Да, жалко будет упустить какую-то красивую картину, потому что они же не повторяются. Будет пропустить такую красоту, не увидеть, хотя бы один раз увидеть. Ну, раз в жизни хотя бы посмотреть вот на эти картины. Когда я сейчас я не увижу и выйду отсюда, Олга, то вот все. Всю жизнь до конца дней не буду знать, что есть такие вот рисунки. Из дерева, из коры делает вот человек. Картинки, экспозиции какие-то, вот смотрите, коровы. Очень талантливые люди просто. Машины. Мафия. Машина мафиозников. Как раз сказал машина мафиозников, и тут вот мафия. Вот какой-то мафиози. Кличка. Мафиозник. Видимо, художник вот увлекается вот мафиозными темами. Кто-то там спит, сидит просто. Да. Аюлар баллар. Так. Сейчас я еще покажу. По-любому будут хорошие какие-то работы. Бувар. Киллер. Бихарха. Okay, thank you. Good. Ким? Тухтили. Отдельно, раздельно. Ну тут, я думаю, каждый человек найдет именно стиль картины, который ему понравится. И Ну, тут так просто вот. 1000 картин, вот поэтому тебе по-любому одна из них понравится. Вот попка нарисована. Очень много попки, я посмотрел. Так. Вот я выхожу уже на другую улицу, и тут барахолка вот это вот продолжается. На самом деле здесь можно найти, если очень искать, то можно найти какое-нибудь сокровище, скорее всего. Это Эспандер, видимо. Нет, там просто тюрекс какие-то. Тут посуды советского времени. Вот еще вот. Да, есть такая занавеска, просто я помню в детстве. Вот такие вот из стекла. Часики всякие, на любой вкус и цвет. Купюры, объективы. Уличная какая-то барахолка. Вот там через дорогу тоже есть. Ну, тут просто целый день потратишь, если хочешь посмотреть. Винил ба, той ба. Проектор. Мыльницалар баллар. О, диафильм на киноваты көрүлөч. Вот помню в детстве вот такие вот диафильмы крутили и смотрели картины.
Тут сувениры всякие, браслеты. Короче. Да так, тухпай. Камера барна. Я хочу выключить Не камеру, могу выключить. но я не могу выключить, потому что интересно. все интересно, с каждым разом приходят все новые вещи какие-то. А вот советские какие-то вот старые елочные игрушки, оригинальные. А я вот не хочу спрашивать у них, что сколько стоит, потому что если там вещица какая-то будет стоить, допустим, 5 лари, то мне продадут за 15. Там какие-то шпильки для волос. Не хочется наступить на какие-нибудь вот эти вот вещи стекольные. Знакомая штука лежит, да? Да, нычек. Вот. Моего братишки оружие. Вот. Очень хороший журнал. Очень хороший журнал прям. На досуге, да, читать в самолете прям крутой журнал. Вот, начинается вот оттуда и вон туда вот идет. Вот этот рынок. Вот смотрите, вот фарфоровая балерина, хинкали, какие-то металлические шкатулки. Вот. По идее, вот по традиции ты должен выпить из рога либо чачу, либо вино. Вот смотрите, вот да, даже вот такой трость вот с шариком. Я бы купил для прикола такой трость. А это трость Джафара. Только вот там вот эта вот полоска, вот это вот мне не понравилось. Велосипеды, самолеты. Вот пришли черепушки, чашки. Вот очень сильная чашка такая, сосуд. Вот своеобразный какой-то меч, типа мачете. А это из шерсти сделанные вот эти вот игрушки. Вот люди уже ложат всякие, вот выставляют всякие вот бумеранги. Виниловые пластинки, их очень много. Вот носочки. Хачапури, хинкали. Короче, тут все есть просто вот. Все можно найти. От головы барана до яиц Фаберже. Ну, по идее, здесь, если поискать, то можно, скорее всего, найти какой-нибудь ценный раритет, который будет ценным вот через 10-15 лет. Вот. Да, это надо знать и разбираться. Вот часик в стеклянной колбе стоит. Бижутерии всякие вот эти вот. Мне особо не интересно, но бывают такие, прям в глаза бросаются. Вот. Браслеты из натурального камня, которые нам продают в Якутии за очень большие деньги. Вот. Поэтому туристу тут покупать, не знаю, там сразу скажут в 3 раза дороже не продадут. Даже торгуйся гаматахана.
В Турции и вообще вот в Грузии тоже надо торговаться. Вот, если, допустим, человек предлагает вот какую-то цену, допустим, скажет 20 лари, ты не должен просто ему отдать 20 лари и просто уходить, а надо торговаться, надо разговаривать. Вот в этом и суть. Если ты человеку просто бросаешь деньги и уходишь, ты его как будто обижаешь. А надо торговаться с человеком, разговаривать. Ну, тут сосуд тоже какой-то, вот видите, какой-то прям древний. Мельница. Это какой-то мельница, либо муку молоть, либо виноград давить. Скорее всего, что-то связано с вином. Тут либо тесто, либо что... Тут есть шкив, значит там мотор, либо чем-то крутят. Это немножко позднее какое-то изобретение. Ну, либо тесто, либо виноград. Скорее всего, виноград. Ну, тут уже электропереходники тоже бывают нужны. Да. В бытовом. Кстати, мне клей надо. Так, кстати, мне нужен, да, был клей. Клей, он на торт надо, липучка. Вот. Вот виниловый диск. Легендарный Элвис бар. Франк Синатра бар. Пинк Флойд бар. Оригиналлар все Битлз бар. Он с собой бар. Если там покопаться, по-любому там какие-то хитовые. Короче, надо проигрывать. Надо купить проигрыватель какой-нибудь, пластиночный. Солнце моей жизни. Уникальный доктор Баллар. Доктор. Тон Хэггедер. Эвеский. Союз доктора, доктора. Тут даже вот, видите, вот какая-то пуштина есть. Лиса. Грузинская лиса. Коллекционерам марки есть марки, прям всяко разные. Марки со всего мира, походу. Целая книга марок. Только здесь тоже. Я сейчас иду с барахолки такой счастливый. Знаете почему? Вот посмотрите, что я нашел. Посмотрите, что я купил. Это просто бомба. Это охрененно. И еще есть вот такая вот штука. Сейчас покажу. Beatles. И пластинка Элвиса Пресли. Это вообще я очень счастливый человек. Вот тут есть памятники людей, которые вот празднуют. Тут все трут, походу, вот эту пятку, поэтому она такая сверкает уже. Вот когда выходишь, вот прям вот тут находится. Так. Мы опять вышли погулять. Аренда вот такой вот машины. Смотрите, какая красавица. Просто можно арендовать, можно ездить. Смотрите, какой вот уникальный оригинальный салон. Вот такую музыку. Вот такую машину. И включить какой-нибудь Фрэнк Синатра, Индейку, Элвиса включить. И можно поездить. Это подземный переход дороги. Это уже подземный переход дороги. Тут, если просто переходишь дорогу,
то заходишь в подземку, и тут прям вот готовят на месте, и так вкусно пахнет. И в подземном переходе всякие вот эти вот, даже туалет есть, всякие магазинчики есть, сувениры продаются. Ну тут просто как будто отдельный рынок какой-то. Вот там сидит, каждый день приходит продавец и сидит, продает свой товар. Вот. Сувениры. Просто подземный переход. Просто идешь по подземке и можешь купить электрошокеры. Либо пневматические какие-то пистолеты можно купить. Вот. И если... себя как Боб Марли. Да, страна романных стуков. Если в стране продаются такие вот штуки, значит кто-то где-то курит. Просто надо найти. Торговое здание Тырки-9. Вот мы зашли в какой-то торговый центр. Пока что есть мировые вот. бренды. Тут бренды всякие вот эти есть мировые, в отличие от нас. Вот какая-то машина стоит вот посреди торгового центра, продается. Электрокар, походу. И тут мишки дают концерт. Концерт вот такой вот большой. Капец. Торговый центр. А вот сейчас посмотрим, что тут есть. iPhone 15 всякие, может, наверное. Вот эти родственники куклы Чаки. Куклы Чаки. Вот магазин обуви. Вот тут всякие вот, да, стильные есть. Если вы интересуетесь, какой вкус у меня, вот примерно вот такой. iPhone 15. Он на MacBook iPhone разрывает. Ну вот такие вот примерные цены на iPhone. Только тут я не понял, тут не написано сколько гигабайтов. Примерно он вот так, допустим, стоит iPhone. 15 Pro Max. Вот 15 Pro Max. 4199. Это далеко не вкусные точки. Это настоящий. Kentucky Fried Chicken. KFC. Мы купили KFC, надо попробовать, потому что в разных странах они готовят по-разному, поэтому надо в разных странах именно попробовать KFC. Тут, по-моему, какой-то детский мир, планета Kids типа. Вот такое место мне нравится. I like it. Водометы какие-то есть. Площадки, танцующие игры. Там всякие вот эти вот хоккейки. И здесь что-то было, по-моему, не работает или что? По-моему, не работает. VR-бар. Вот такие вот автоматы всякие. Картинг-бар. Вот в таком маленьком помещении даже умудрились построить картинг. Тут, видимо, мячик какой-то надо. Куда-то в дырку, что ли. Вот кто-то на мотоцикле едет, катается. Аэрохоккей. Это монополия. Аэрохоккей вогнутая. Аэрохоккей маленькая. Рыбалка литурер ханнагрова. Вот такое вот местечко.
Вот, кипит работа. Работа кипит. Это Макдональдс настоящий. Это очень хорошо. Ага, окей, thank you. Окей. Балут. Ха-ха. Никакого зеленого логотипа. А все как надо. И она кажется намного вкуснее. Но вот KFC, Яна говорит, она KFC разочаровала, потому что она говорит мягкая. Сейчас попробуем. Нормально. А? У нее просто пива нет, поэтому она так говорит. Вот сравните картошку от KFC и Мака. Здесь они тонкие, а здесь они толстые. Вот. Ну, на вкус как картошка. Карангатил. Негр. Алик. Алик. Көрüyor, грузинкалар бувалар. Қазақтар. Что это? Вот так вот выглядит. Просто нереально много лампочек. Вообще, энергорбах. Устар, тухтар, генерастар, барвал, рука. Вообще классно. Там главная елка получается. Красиво люди живут. Фредди Меркьюри, Мерлин Монро, ванны кто хочет надо. Тусовка. Вахтанг Кикабидзе, да. Амбассадори клуб, дембаривит кыр. Башы жесткий клуб была. Ема улахан здание была. 5-звездочный. А это уже Батуми показывает. Почему-то. Амбассадори клаптин ханавари, он варыхара. Меня вягает иджихан надо. Вот эта собачка. Хайргей, хысынянна. Мелочь берем, манна. Ну, греба мелочь-то. Вот Серега уже наш пес. Еще хочешь курицу? Пойдем вино выпьем. Вот как у нас InDrive есть, ну, драйви. У них есть служба пол. И вот где мы заселились, он работает на такси. И мы сейчас куда идем? Мы с ним. Мы идем покупать унитаз, потому что Яна поскользнулась, когда принимала душ. И упала на унитаз, и она просто разбилась. И, блин, вообще неудобно. Человеку работать не даем. Это проблема на ровном месте. С ним идем. Крышку, ага. Крышку мы с собой взяли, чтобы сравнить. Блин, ну, такое вот приключение у нас в Грузии. Вот так вот, чтобы сравнить. Взяли крышку от унитаза и идем покупать унитаз. Вот мы пришли в строительный рынок. Здесь мы будем сейчас искать унитаз. Вот стоят. Ну, всякие разные
Я никогда не думал, что приеду в Тбилиси и буду покупать унитаз. Мы стоим и покупаем унитаз. Вот мы со своей покупкой идем до стоянки, до нашей машины. Тут вот местные, они лучше нас, конечно, знают, как выйти короткой дорогой, хорошей дорогой к машине. Вот. Доставка до машины. Вот это вот наш двор. Это вот наша квартира, где мы живем. Здесь вот тоже живут родственники, по-моему. Там что-то говорил сестра, что ли, или жена, брат. Ага, на втором этаже живут родители, а на третьем он сам живет. Здесь вот это опять, как бывают, ветки. Летом она еще, наверное, вот тут укрывает. И здесь можно вот сидеть и чилить. А вот, собственно, наш унитаз бывший. И вот новый, который мы купили. Ну, бачок отсюда туда переставили, и все. Вот так вот. Буджебитен таккату, который бар здание Дом юстиции. Оно стены работы прозрачные. Это говорит о том, что система, вообще бюрократическая система Грузии прозрачная. Он намек тур, он на улан эти здания, если ты, допустим, хочешь покупать квартиру, либо недвижимость, или какой-нибудь, ну, вообще юридический маннык. Нотариально, если ты хочешь делать какие-то документы, то ты сделаешь просто за 15 минут. Говорят, вот 15 минут ты уже оформляешь, покупаешь квартиру. До такой степени нету такого бюрократии, короче, нету день. А у нас вообще это делается месяцами. Вот такое вот отличие. И у них полицейские участки тоже все стеклянные, потому что Саакашвили, когда пришел к власти, он сказал, типа, мы будем предельно прозрачными со своим народом. И чтобы за глухими стенами полиция ничего плохого не делала. Коррупция, короче, что. И, кстати, вот дом, где мы живем, вот дом юстиции, вот шарик летает. Там недалеко вот видно вот эти трубы, вот блестящие. И там же дальше есть мост дружбы. И там же вот поднимаются фуникулеры. Вот стоит статуя Мама Грузия. В общем, все. Это называется Старый город. Вот памятник Пушкину. И все это на одном месте концентрировано. Так что мы, когда из дома выходим, мы сразу попадаем в такое вот богатое место. Богатое именно достопримечательностями. И наверху есть вот этот дом правительства как раз. Вот. Спасибо. И за нами, рядом, на нашей улице, где наш дом стоит, Тохпар, посольство Германии. А тут вот так вот наверху, вот здесь президентский дом, типа дом правительства. Это вообще очень классно. И крутое место, короче, выбрала Яна. Кстати, вот история, да, написана, что произошло в определенные какие-то года. И вот год рождения Яны, и тут написано 9, и все там короткое какое-то вот, вообще маленькая история. Здорово, брат. Здорово. Нет, пока нет. И это говорят, то, что в 89 году, Грузия хаявут, Россия составит Нантахсут. Он на 9 каких-то этих, 9 мероприятий, что ли, 9 каких-то. 9 апреля она вышла, да? Грузия вышла из состава СССР, вот, не России. И вот как раз в тот год ты родилась. И там вот наверху дом правительства, где должен сидеть президент, скорее всего. Ол шарик подкопить.
Эти тухтах на тросе держится, как в Паттайе, просто поднимается наверх и спускается потихоньку. Я все хочу обрезать этот трос и посмотреть, куда он летит на стратосферу. А так то хайда хордук было шарика вечером либо днем. Да, огни всякие, да, смотреть. Бувар, дом правительства. Башел, с президентом мы живем, ну, с ним соседями. Вот этот дом, вот шарик летает, вот там мост мира, и вот здесь вот дом правительства со стеклянным куполом, который тоже светится в темноте. И, кстати, мост мира тоже светится в темноте. Там он не просто светится, а вот так, короче, типа азбука Морзе. Да, азбука Морзе, и он диктует типа химические элементы человека, из чего он состоит. Вот, ну, можно перепрограммировать, наверное. Евросоюз, ну, Евросоюз, то и заявку подали, вроде бы начался процесс внедрения в Евросоюз, и через 10, говорят, уже полностью, скорее всего, кириллер состав Евросоюза. Ну вот так вот шар поднимается. Здесь вот Air Balloon Тбилиси. Вход, говорят, стоит 55 лари. Вот трос поднимается. И вот шарик. Собственно, тут корзинка. Люди стоят. И можно просто подняться на сколько-то метров. И потом спуститься. Только главное, здесь телефон ронять не надо. Вот. Вот сюда не заходите, написано, огорожено, потому что если кто-нибудь уронит отсюда iPhone, то будет очень больно, наверное. Но, скорее всего, из-за этого они. А вот эти веревки, лебедки, они удерживают шар, пока она не работает. Ну, когда она не работает. Вот. Холодное огнестрельное оружие, прохладные алкогольные напитки и еду нельзя. Подозрительные предметы в рюкзаке, огнеопасные, взрывоопасные предметы, на борту запрещено курение табачных изделий. Вот такой вот вход. Сюда вот заходят. Вот это вот касса. Яна уже там в кустах что-то ходит, копается. Ты был? То, когда ты... телеферик. Этот фуникулерга. Мочерпанты. Ё-моё. А в Турции нас просто так пропустили, потому что у меня была футболка с подписью Ататюрка. И просто они других людей пихали вообще пачками, там по 10 человек, а нас как VIP, если вы помните, посадили. Нас только двое было в этом. И все, и мы как VIP персона, короче, поднимались. Вот тут касса. Only cash написано. Только наличка. И выдают какую-то карту, как в метро. И проходишь, манна касты довольно на лоралар була. Он такого на так беги, дигнан иккенер так харгам. Тут, оказывается, не так уж дорого стоит. Мы думали, что с человека будет 30 лари. Мы думали, что где-то вот 30 лари будет. А мы за двоих туда и обратно заплатили всего лишь 16 лари. То есть один конец стоит 4 лари. Это дешево.
Вот тогда у нас остаются деньги на круиз корабельный. Вот такой вот механизм странный. Мы на таком катались в Турции. Тут вот выходит, а мы заходим. Вот здесь вот он замедляется, а там ускоряется. Вот тут 8 человек помещается. Вот, наконец-то мы поднимаемся. Сейчас я покажу вид. Вот так вот, красота, красота. Вот на фуникулере поднялись, и отсюда все видно. Вот сейчас вот дом юстиции. Ага. Мост мира. Вот это вот знаменитые трубы. Вот этот шар. И вот дом правительства. И вот там наш дом. Вот где мы живем. Бартабирга кучка, который. И тут самое туристическое вот это вот место, где рестораны всякие. Вот так вот красиво все выглядит. Вот этот небоскреб, под которым я гулял. Угу. И вот стоит знаменитая Мама Грузия. Вот скоро Новый год, поэтому туристов здесь много. Вот тут каштаны продаются жареные. Вот какие-то странные, как будто кальянские угли. И жарят какое-то мучное изделие. А внутри вот какие-то вафли, тут сладости какие-то туда внутрь. А так процесс готовки довольно интересный. Вот всякие вот сувениры, куклы, бабочки, магнитики. Так вот. Вот наверху прям вот такая торговля. Вот минимальной версии статуи вот этой памятника. Есть даже барная стойка. И глинтвейн можно выпить. На правой руке у нее меч, а на левой руке чаша с вином. Если ты пришел с миром, тебе могут угостить вином. А если ты пришел в Грузию с плохими намерениями, то получишь по башке вот этим вот мечом. Я вот дотронулся. Я здесь был. Оставил свою ДНК. Доказательство. Вот когда вот поднимаешься на вершину, а слева обрыв такой, прям крутой обрыв. И с правой стороны тоже такой вот обрыв.
И вот там внизу вот виднеются всякие вот деревья такие красивые, длинные. И там внизу как будто аллея какая-то идет. Вот, это как будто вот получается как Великая Китайская стена, вот, ходишь по вершине. Вот тут варится кофе такое на раскаленном песке, прям ароматное такое, прям крепкое кофе, вкусное. А рядом тир, вот тут можно пострелять, правда прицелы по-любому там сбитые. Вот. А продаются также вот хинкали, хачапури, всякие вот эти вот красивые брелки. Очень много вот сувениров. Мы вышли сюда, поднялись, чтобы посмотреть вот именно на памятник Мать Грузия. И сверху полюбоваться, еще с высоты птичьего полета посмотреть, что где находится, чтобы спуститься и погулять там внизу. По идее, можно подняться на эту высоту пешком. Пешком можно подняться бесплатно, но фуникулер стоит не так уж и дорого, поэтому мы решили подняться на фуникулере, чтобы записать еще параллельно видео. Вот тут вот люди опять вот предлагают фотографии с орлом, с попугаем. Они говорят, эта птица, орел, приносит богатство и счастье, а Яна такая смеется, типа, если орел приносит такое же богатство, то почему до сих пор ты тут работаешь фотографом? Вот та кабинка почти полная была, мы туда не сели. Сейчас, если никто не подойдет, то в этой кабинке будем только мы вдвоем. И это будет круто. Калимен, инди турар тениргена. Кимдегал бата бар тут? Анаху? Да, круто тебя видеть. Кем биене. И нас только двое. Круто. И сейчас тогда поплывем на корабли, потому что мы думали, что пойдем на фуникулере стоит 30 лари с человека, и такие, ну так и рассчитывали. Ага, оказалось всего 2 лари. И это еще туда и обратно, да? Туда и обратно 4 лари получается. Это очень-очень круто. Поэтому у нас деньги пока остаются на экскурсию. Тут как к нам постоянно все время подходят, говорят, типа на лодке там есть бесплатное вино, чача и все такое. А мы обещали одному человеку, который нас первый вот встретил, из-за этого вот с ним только пойдем. Бог тюген чайкалар тусигналар, шарик пыкатахиджар, дом правительства турар, турбаларбыт, он бхиджевит, он юстиции турар, старый город, всякие клубы, рестораны, вот они. В общем, место такое интересное. Ну да, влюбляешься в Грузию вообще с разных сторон. И даже город, ну город у них красивый получается. И деревни тоже, и люди такие хорошие. Мы везде все были, везде все посмотрели. И дальше будем даже на Батуми. Сок 1 лари. А вот это тоже 10 лари, да? 15. Это 15. А вот это маленькая? 5 лари. 5 лари. 5 лари. Яна любит такие ягодки, так что я и возьму сейчас. Бубар барман, эти туалет, а ты говоришь, механ олрохтур, и у нее есть кружка, и все дают вот такие, не лари, лари это самая крупная, да, вот эта монета. Есть такие, ну, как копейки, короче, как-то называются они. В Турции они называются куруш, а у нас копейки. Есть еще вот эти рубли же. Ага, и у меня в кармане было очень много мелочей. И несколько лари, там примерно, не знаю, лари 6-7, наверное, было. И человек как будто воспринимает это как будто, ну, 1-5 рублей, там, 10 рублей, типа такого, да? Но на самом деле 1 лари это,
Ну, такая себе, ощутимая, наверное, сумма, потому что даже вот туда подняться, это только 2 лари стоит. Ага, а у меня несколько лари было. Я ей вот этой бабушке, короче, все насыпал. И она такая охренела, типа, что так много, типа. Нет, типа, обратно мне ладонь тянет, типа, нет, это слишком много, говорит. Я говорю, не, возьми, все. И потом она кружку так смотрит, читает, улыбается, короче. И, по-моему, слишком много, типа, подумала. А для нас непривычно, вот, просто как будто это вообще мелочи какие-то. Очень крутые фруктовые стаканы. Тут есть, вот видите, капец, они крутые. Это просто напичкание витаминами. Мы когда первый день вышли, у моста увидели работника полицейского. Вот он стоит, я даже отсюда вижу. И мы обещали к нему подойти, если решимся пойти на лодке. Ага, мы как раз вот созрели для этого, потому что у нас денежки немножко остались, потому что телеферик был очень дешевым. Из-за этого решились все-таки пойти с ним. И на каждом шагу люди подходят, типа предлагают свои услуги. Вот эта лодка это самая крутая, типа, по-моему, типа, вещь, которую вот здесь предлагают. Ага, и надоедают очень сильно. И мы им всем говорим то, что мы обещали уже человеку, и все. А как его зовут? Я говорю, Заза, он в полиции работает. И говорят, типа, все, мы его знаем, все, короче, не будем вам надоедать, типа такого. А сейчас мы сходим на лодку и будем всем говорить то, что мы уже были. Вот он ходит. Тептертар идет, короче, в район. Белый дом, президент Карнал Рурбулхта. Блин, лодка авардует. Будем кататься на лодке. Буманны густа не спиккехине тут анлалар бит, тут анлан бараннар. Киринг не знаю. Ол на тюгах пара. Ну там антан да кастет. Вот так. И поехали. Arabından ustam beraber evet. Такая вот прогулка. Посмотрите, какие дома прям стоят. Ё-моё. Страшно, наверное, жить в этом, сидеть в этом балконе. Капец, можно же упасть просто. Но это порода такая, камень. Из-за этого они так строят. Интересно очень строят вот дома. Вообще классно. Классная прогулка. Ну, это да. Это того стоит, оказывается, да. Красиво. А там анны колорукают. Алгаз. Итерем маран. Угоди. Бу. Нанары галбахтуары көтөрдөр олар. Мастур етіп бұлдықтыр. Водопад. Местная оларды көрі аннелер. Маны күннер площадкаға хайырлар, мяч тиллер. Мұби өйбіт, олар өйбіт ағылар өті. Мұби девдеттен тақсан бүйін отып беріске тоқпытығыр барын ехет. Хаңа жыл көсіоқты ақыр білігер. Онына 2 хана бұд. 5-звездочный отель. Говорим. А так, тоғары отып беріске жонларыныр кәлбақтыр өте бұл. Зомби күлдік бұтан майды қам хыжылы. Экскурсия әм бәуті көрі хыжылар. Бүйін кәлін жон әлбә өт, бүйін басқы менне. Бұл кәлді өт. Әрін? Аты. Манны керек тұнады біле.
Галют. Йота. Хотел. Такир. Нормальное здание ведь. Чемодан тагарки гиляхтари. Ладно. Это уже хорошо. Елка. Ресепшн. Ванный коридор. Как обычно. Ага. Подсветка лагами. Костроманник. Манна тухпари. Раздевалка и чайник. Холодильник. Сейф. Чайдер, тухтар, кофелар, бокаллар. Холодильник бар, главное. Он обучает хапахтылар этим, как бы брендированный. Это были стаканы, булки, бедингурдук. Дальше барабыт, телефон, ресепшн гарир курдук. Беревик каливит, там волосы есть или нету, нет. Это... Банда волосы. Опа. Наша барта идеальная чистота. Полотенце именно для ног. Душтан тасаргар. Бу хамай эминадла стука. Фен. И рулон туалетной бумага. Мыло балар. Вон өлгердех бу. Доктор. Короче, гель для душа нукмандык. Полотенце сушитель. Таңыз курдухум бар был регулировка нормально хоббу. Розетка. Он это зубной паста. Щетка. Имбалар. Это хорошо. Прыщик выдавливает духи киловары. Вот душевая кабинка. И дальше вот такая вот. Это что? Это окно. Это просто окно. Угу. Монолар рюлерирба, лэптоп холбана. Салфетка. Интересно для чего? Возле кровати. Он это монолар какой-нибудь. Телевизор хомбак. Кто в паре? Причем тут гладильная доска, я говорю. А нету главного. Утюг. Вот это, вот. Открой. Это Альфред очень долго искал в Тбилиси. Ё-моё, наконец-то. Важно. Вот даже вот такая вот, это самая нужная штука. Вот мне как раз нужно. Ага. Отлично, отлично. Ну это что? Обувь туара. Короче. Растыр губка в глах. Шушайн для грудах. Одноразовые тапочки, халаты. Ну, сбрендированные, но все как положено. Все как положено. Ну все. Вот так вот, допустим. Меню надо посмотреть. Ну, менюлара QR-кодна кира. QR-кодна кида мана Wi-Fi дар хурлажар, менюлара хурлажар. И очень удобно. Мана эбен иха, бидахи гаринда корзина курту тахан кадар. Он каддрау, но официально уже хайир бен. Он мана листок калы хайир, олар бах мана кит ай галли. Шашлык хайих пут, пивка, он это говорит пицца. Жоннор бутур ханга жылы растоллар олар буттар, хатская вот это. Вот мы сидим уже за столом, говорят. А у нас еще далеко. Делать вроде бы особо нечего. Вот Яна сидит, вино пьет. Я валяюсь. У нас еще включен вот эта вечерняя тусовка в этом отеле. Там на крыше какие-то салюты стреляют, по-моему. Работает какой-то бар. Работает диско. Ну, какой-то диджей еще приезжает сюда, по-моему. Я вот лежу и думаю, что делать. Либо в 12 ровно здесь встречать в отеле.
либо пойти в этот, там, где главная елка, Тбилиси. Вот думаю, что делать. Скорее всего, в отеле, да? Я думаю, на улице не так уж много народа и не будет. Хотя там тоже салют 12, по-моему. Ну, посмотрим. Вот такой вот типа садик внутри отеля. Сейчас иду на разведку. Guest rooms, конференц. Давайте на 5-й этаж. На крыше, говорят, что-то было. И вечером на крыше тоже будет какой-то пати, говорят. И салют. Сейчас посмотрим, что за ресторан там на крыше есть. Ну, может, сейчас еще не готово, потому что до Нового года вы уже, наверное, уже спите. На данный момент, после Нового года. Потому что уже прошло 2,5 часа. А для нас еще надо ждать 2,5 часа, чтобы это... До Нового года, короче. Вот, все вижу. Так, ну, New Year Party in Magical Christmas Garden. В саду, короче, будет. В 11 начинается. Live music, то есть, ну, живая музыка. Кто-то там, Давид Тульяни, который саксофон с 11 и диджей с часу. Диджей Фрэнки 31 и типа, ну вот, на 23:00 тоже вот начинается. Чтобы забронировать стол, позвоните по этому номеру. Написано, но это, видимо, для людей, которые типа не живут в этом отеле, а те, которые уже здесь заселились, для них все должно быть уже все включено. Такой вот. Ладно, но это мы посмотрим. Это, ну, узнали то, что на крыше есть какой-то этот ресторан. Это мы зайдем, посмотрим. Сейчас не буду туда соваться, чтобы этот, ну, людей не раздражать. И оценка. Первый? Нет, третий. Jana bilin tahajja küleydi tastut. Doğru baraban uстановка geldi деген. Бывар бей алар арады. Ну вот такой вот. Ладно, пошли в сторону центральной елки. Happy New Year! Диди Джоннар бар мында вообще. Кыл бар буттарына. Блин, bu площадь там, это как Тохуды, короче. Площадь Аржанка Гурдук бу. Он там бегит Тохуд ехать. Главная елка только нарабит площадь парка. Вот. О, Грузия, ладно. Сейчас тут. Ман, толпа, ё-моё. Мана машина не видел. Пропускай. Это тут правила особого нет на круговом, типа кто как поехал, тот не проехал. Вот. Все, идем дальше. Полицейские охраневают, типа идите с дороги, вы что, с ума сошли? Оказывается,
Всем похуй. Главный салютчик Тбилиси. Музыка anlat. Lan istediler. Надо, камера помочь. А вот вживую, если посмотреть, вообще классно. Вот эти звездочки и все такое. Глинтвейн. И вот елка. Видите, вот самая такая красивая елка. Вот к этой елке мы идем. Это главная елка. Да. Я чувствую себя сейчас Кевином, который в Нью-Йорке. Просто реально круто. Это надо вот своими глазами посмотреть, чтобы... Блин, ну капец раздражает вот эти... Капец красивая елка. Но такую красивую елку вживую я не видел никогда. В Якутске как конусы. Да. Обычно вообще как конусообразные все. Но тут... Но тут она похожа реально на елку, и она прям вот как будто вот золотая. Вот это тоже главное здание, видите? Классно, классно. Сейчас, подожди. Главная страна, главная елка теркелит. Чучуга иначе крылоин. Манусы дигнан караханам кардаханам бергали что ли. Какие-то айбет. Главное улица Хаванкайская. Яванна главное шоу Барта Дюжуха Вартаманна Хаванкайская. Это настоящий. Всем, кто досмотрел видео отсюда, желаю в этом году вообще, чтобы у вас все охрененно, как круто. Да, ну не знаю. Бовар. О! Пиздец он стреляет, конечно. Ебать, он не знаю, тут заряд какой. А если она взорвется в руках? Ага,
Полицейский вот, да, он подошел, просто сказал, держи вертикально, и все. И больше гнать не стал, потому что, ну, все празднуют, и все мы люди, и все друг друга понимают. А мы просто ходили и решили взять по пивку. Вот взяли Корона Экстра. А нам в магазине сказали, что сегодня можно пить на улице, ничего страшного не будет. Jara bardular. En gülüyorlar canım. Oğlatlar da. Volga hay bitti muzika. Это вот картина из самого главного фильма, который нас связывает. Вот, возле дороги. Вот, раньше было красиво, сейчас надо будет отреставрировать вот эту картину. Туре барын буланлы. К9, короче, шоу. Ебать, музыка тут, блядь.
Hai rimata. Так, ағи кәллет, насырдан ғыры. Тамана соқтар бағылар, үй. Кофе ентух полы. Доктор. Фильтрованный кофе. Чайдар. Итью бар, печенькалар бағылар, шемна печенькалар. Мана емеге қайы болады. Так, печенье на нағылу домик бар. Ухамбай. Игорься тухтер невеллерда ота хитарит. Домик из печенья. Хлеб тарбалар, арылах хлебтар, пирожкалар, всякие вот эти вот хлопья, антонатора гамыттар, йогурт парит. Ары, оливки. Мыты, которые бекон, манолан, сосиски из свинины, курса, салат, оладьи, и 5 оладьи, салат, пар, наванный сыр, он тайран бутылка. Суп, пюре была. Он хахларевич. Так. Долу, бутерброд. Салат тафта. Бутерброд парит. Он телей варит. Телей, который шашлык, короче. Да, приятного аппетита. Вот такая вот тарелка получилась. Тут бекон. Бекон, яйцо, красная рыба всякая, вот это вот, вы поняли. Сейчас вот думаю, после завтрака что делать, дальше спать или дальше бухать. Вот, вот такая картина тебя встречает, когда ты выходишь из с черного хода. Вот. И пошли дальше искать вино. Вот на этой же площади вчера, вот здесь вот мы танцевали. Да, танцевали под музыку. Сейчас она выглядит, как будто ничего не произошло. Здесь был мусор, петарды всякие, тубусы, цилиндры, банки, стеклянки, там всякие бутылки. А тут вот смотришь, и как будто вот вчера ничего и не было. До такой степени все убрали за несколько часов. Но у нас тоже на площади Победы, когда празднуют День Победы 9 мая, за ночь все убирают. А тут все убрали за несколько часов буквально. Вот везде есть такие вот обменники, где можно любую валюту поменять на местную валюту. А местная карта тут не работает. А российская карта, МИР, Виза здесь не работает. Вот. Все под санкции. Только наличка. Поэтому только наличку приносишь. И наличку меняют на наличку. Он на местной валюте он там рубль. А у меня вот, допустим, на карте у меня рубль есть, рубли есть, но никак не могу обналичить вот эти рубли, которые у меня на карточке.
Наличка, ребят. Здесь только принимают только наличку пока. Мы вчера вот сидели в ресторане в этом. И днем были, и вечером были. Вот. Вот дороги тут как будто брусчатки. Камней ага, вон на местной тухтахтара. Вот здесь вот как будто местная, как будто якутская Аллукмас, только тут как будто это ива, как похоже на иву. И сюда вот какие-то разноцветные ленточки повесили. А зачем они это сделали, никто не знает. Вот. Вот. Первый день 2024 года. 1 января. Мы как встретили Новый год, так его и проведем, надеемся. Вот, хороший такой рисунок. Со смыслом. За одну жизнь. Вообще вот в Грузии очень любят и ценят котов всяких, ну, животных. А вот эта иллюстрация показывает, как будто вот за одну свою жизнь ты можешь выпустить, и знаете, кого, пережить несколько котов. Посреди этой суеты. Чебураш. Ладно. Вот, возвращаемся обратно. По обратной дороге купим какую-нибудь лепешку, что-нибудь покушать. И все, и обратно идем домой. Вот Бамблби проезжает мимо. Сити-тур, туристическая машина. Все какие-то крутые тачки. Но если у вас есть деньги, конечно, вы можете не только машину, не только трансфер арендовать, но даже и лодку, катер и вертолет можете арендовать. Парковка, проблема. Вот с парковкой в Грузии, ну в столице тем более, проблема. Вот поэтому вот хозяин дома паркует, вот видите, как он туда вообще вот заезжает вообще. Непонятно. Гибрид, болт, такси, вот там написано такси, и внизу вот эти вот буквы, это Т, Б, И. Вот это похоже на арку, это буква И. Вот четвертая буква, это которая похожа на лапку, это Л. А после этого вот это идет арка, это тоже буква И. Вот предпоследняя буква С. И последняя буква тоже арка, это И. У них в алфавите есть 33 буквы. Вот так вот. По наружной части моста есть такие вот исторические тоже события, памятные, кое-какие, ну очень интересные на самом деле, только все написано на грузинском языке. Вот опять вот площадь Свободы мы пришли, вот какие-то санты висят. Наша цель это найти метро, станции, здание метро, и мы должны поехать на метро до автовокзала, купить билет на поезд до Батуми.
Это вот главная улица. Айфона 15. Вот, реклама айфона 15 висит. Ну вот, в новом году мы здесь вот пешком ходили и снимали вот видео. Вот это вот улица. А вот это вот торговый центр, галерея. Вот здесь находится вот вход в метро. Главное меню. Вот тут должно показать 4 лари. Вот. Мы пополнили карту и заходим в метро. Ну, заходим как обычно. Вот турникеты. Вот туда вот прикладываем карты и заходим. Вот, пропускает. Вот, по второму разу делаю и все, захожу. Главное, как этот, ну погоди, хвост не защемить. И вот идем вот вниз. H&M буквы вот по-грузински. Вот заходим. Вот прям очень далеко, очень глубоко идет, вот прям. Вот по-любому где-то есть 200 метров примерно, даже больше, даже глубже. Вот уже середина пути, и все еще далеко, и как будто, ну как бы, как будто угол зрения меняется и человека дезориентирует. Вот такой вот станция метро. Вот направление. Или вот в другую сторону. Такой вот метро станция. Вот поезд приехал. Так же как в Москве, вот останавливается за несколько секунд и все, дальше едем. Вот мы приехали до автовокзала. Вот мы приехали, доехали до автовокзала. Сейчас мы покупаем билет до Батуми. И обратно домой идем. День в день билеты не продаются, вот поэтому заранее надо приходить и покупать билет. Вот типичный автовокзал. Вон там вот кассовые стойки, вот здесь тоже кассовые окошки. Вот тут подходишь, просто спрашиваешь, вот билет до Батуми как покупать. Взяли талончик. Мы взяли талончик. И вот ждем, сидим, очередь. Батуми Арсус тетя. Да, или Хайдахту. Очередь поднготовим. Ну, ждем. Вот мы взяли талон, и кассир говорит, то, что в пятницу как раз вот билеты есть. То есть завтра нам надо будет пораньше уснуть, чтобы послезавтра, да, проснуться еще рано. Вот так вот выглядит билет. Написано все время. 2 класс. 19 сидение. 1 человек, типа все такое. А прайс вот он 34 на одного человека. Это до Батуми. 34 лари. Из автовокзала, когда выходишь, тут сразу попадаешь в какой-то огромный такой рынок. Тут он называется Дезертирский рынок. Неизвестно почему так назвали. Тут есть просто ушлые
продавцы, поэтому не надо тут останавливаться, если не надо там спрашивать, расспрашивать. Вот. Если тебе нравится что-нибудь, там можешь купить, а если нет, то не надо там останавливаться просто и пытаться там говорить, разговаривать. Потому что тут всякие люди есть, поэтому надо просто идти по своим делам и все. Тут чуть такой низкий курс обменника. Вот такой вот рынок вещевой. Вон там на той стороне есть продуктовый отдел, овощной всякий. А вот таких вот всяких вот шмотки, тряпки, их очень много. У нас тоже есть такие рынки. Вот здесь вот тоже электроника всякая, вот всякие телефоны китайские все, колонки там. Осторожно, собаку не надавить. Вот там на другой стороне дороги тоже есть всякие телефоны, всякие там электроника. И тут начинаются потихо уже фрукты, овощи. Вот тут килограмм 3 лари написано. Вот он, банальный ну, всякие есть вещи, которые однообразные, а тут вообще тут 1 квадратный километр вот этого рынка, поэтому слишком много всего не буду показывать, а буду показывать те, которые интересные вещи. За 1,5 лари можно купить вот килограмм апельсина. Грецкий орех 20 лари. Ну да, дороговато. Килограмм 20 лари стоит. А вот тут вот овощи. Чеснок вот, допустим, 7 лари стоит. Якутия. Да, даже не знает, где. Да. Даже не знает, где это. Я нашел ту самую скамейку, где я сидел рядом. Вот здесь вот сидели герои эпизода, а здесь вот получается вот на этой скамейке вот сидел Антон рядом. Ena češto škva, hali vrelja moge han, sada voj